64-е заседание Народного собрания начинается с кадровых изменений. От заместителя председателя контрольно-счетной палаты республики Хусейна Мальсагова поступило заявление о досрочном освобождении от должности в связи с личными обстоятельствами. Оно было рассмотрено Комитетом по бюджету и налогам, подготовлено соответствующее постановление. Народное собрание Республики Ингушетия постановляет освободить от занимаемой должности Мальсагова Хусейна Юсуповича, заместителя председателя контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия, досрочно. От руководителя контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия Хаваша Гагиева на эту должность была выдвинута кандидатура Джамалейла Дзаурова. Назначенец имеет опыт работы на государственной службе, высшее юридическое образование. Далее парламентариям предстояло рассмотреть претендента на должность аудитора. На нее выдвинут Руслан Евлоев. В данной сфере он имеет большой стаж работы. Все процедуры здесь соблюдены. Даже нам остается провести тайное голосование. Проводят тайное голосование. За или против представленных кандидатов депутаты высказались в бюллетенях. Сразу после состоялся подсчет голосов и оглашение результатов. В соответствии с пунктом 11 статьи 76 Конституции Республики Ингушетия, частью 1 статьи 5 Закона Республики Ингушетия о контрольно-счетной палате Республики Ингушетия, статьи 52 Регламента Народного собрания Республики Ингушетия на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия назначен Зауров Джамалей Багаудинович. Просим проголосовать за протокол. Таким образом, обе кандидатуры утвердили. Депутаты пожелали успехов и плодотворной работе назначенцам. Далее с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод человека выступил Ибрагим Цичоев. За 2024 год к уполномоченному поступило около 2000 обращений граждан. По результату их рассмотрения установлены нарушения и восстановлены права заявителей по 501 жалобе. Всего за прошлый год в ходе приемов уполномоченным и сотрудниками аппарата принято 703 человека. В процессе рассмотрения обращений проведено 12 выездных проверок. В ходе рассмотрения заявлений и жалоб в различные государственные и муниципальные органы направлено 933 письменных запросов, рекомендаций и предложений. Всего за 5 лет, с 2020 по 2024 года, в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия поступило 6174 обращений граждан. Восстановлены права заявителей по 1776 жалобам. Вместе с докладом было представлено более 50 предложений в целях повышения эффективности работы государственных и муниципальных органов и организаций в сфере соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Также на заседании депутаты Ингушского парламента рассмотрели ряд законотворческих инициатив. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.